си сармай чуит на бо озучун دعوة تروت إيرش دق أخشلش تجو إيرشوا. تو شيء كده عبال بير ما بونتون تام دست ما دير دات. Эти аудиосообщения якобы от возмущенных жителей республики. Кто их авторы, чем они недовольны, какие цели преследуют распространением подобных записей. Интересно, сколько человек, прежде чем разослать их своим контактам, задумывались о достоверности этой информации. Опыт показывает, что большинство пользователей интернета особо не беспокоятся за сообщения, которые они перекидывают, тем самым зачастую становясь соучастниками фитны. Непосредственным распространителем сплетен и клеветы стала и Айшат Инаева, которая сделала аудиозапись необоснованной критикой в адрес руководства республики. Сотрудницы реабилитационного центра предоставили возможность напрямую обратиться к главе региона. Рамзан Кадыров выразил готовность лично ответить по каждому пункту обвинений женщины. Однако, как оказалось, сказать Инаевой было нечего. Рассмотрим ситуацию более детально на примере той самой воспитательницы реабилитационного центра. Женщина сама ведь признается, никто никаких денег не требовал и зарплату не удерживал. Наслушалась сплетен, немного пофантазировала и в роли великомученицы выдала обращение, подкрепив его просьбой довести до главы региона. К чему это привело? В первую очередь она подвергла всеобщему порицанию всех членов семьи, ведь откровенная клевета вызывает возмущение у жителей региона. Не в лучшем свете выставила своего руководителя и районные власти. Во-вторых, такой зацепкой довольно оперативно воспользовались те, кто вечно ждет негатива, чтобы представить республику как нестабильный регион. Впрочем, технологии и цели таких информационных вбросов давно уже ни для кого не являются секретом. Проблема, которая искусственно раздувается, к этому подключаются домохозяйки, которым, в общем-то, заняться нечем, но которые реагируют на каждую мелочь. У нас почему-то подобное считается гражданским обществом, что на самом деле таковым не является. Это просто шум и крайне низкая степень гражданской ответственности. На деле получается так. Инаева разослала аудиозапись, недремлющие провокаторы развили тему, так сказать, выстрел автоматической очередью. Целая цепочка голосовых сообщений а-ля возмущенных жителей. Непросвещенным это может показаться, жители уже не выдерживают несправедливости. Впрочем, именно на таких и рассчитаны подобные закидушки. Это тщательно спланированный, четко управляемый проект. Вбрасывают какую-то информацию для того, чтобы дестабилизировать на самом деле ситуацию, в том числе и в северокавказских республиках, и в Чечне. Новость появилась уже на серьезном информационном ресурсе. Дальше они начали говорить, неважно, обнаружили то, что на самом деле это явление не было. Главное, то, что как информационный повод, это уже появилось в информационных сетях, это появилось в интернете и нанесло ущерб репутации региона. Понятие информационной войны знакомо давно. С появлением интернета основные атаки начали носить виртуальный характер. Это дает практически безграничные возможности для противоборствующих сторон. Соцсети – современный фронт, на котором ведется ожесточенная борьба с использованием различных слоев населения. Грамотные провокаторы акцентируют внимание на локальные проблемы, несущественные по сути, и раздувают ее до космических масштабов. А непросвещенные и, как утверждают психологи, зачастую с психическими расстройствами люди начинают это активно распространять. Есть массу людей, у которых есть различные заболевания, тоже, скажем, скрытого характера. Вроде так смотришь на этого человека, все хорошо у него, а в принципе у него какие-то свои психологические расстройства. А бывают люди еще, эти рассылки делают еще люди, у которых какие-то психические расстройства были в раннем детском возрасте. Здоровая масса людей, конечно же, думает, что это вполне адекватные, вполне здоровые люди этим занимаются. На самом деле это не так. Что касается наших соотечественников, то зачастую это провокации, вложенные в уста простых жителей. Вот только почему последние забыли события минувших лет, когда чеченский народ был на грани вымирания, вызывает недоумение. Ведь все помнят палаточные лагеря Ингушетии, лежащие в руинах регион, отсутствие света, газа, жилья, а порой и элементарных средств к существованию. Тогда все были готовы довольствоваться водой и хлебом, керосиновой лампой и буржуйкой, лишь бы война закончилась. Как говорится, к хорошему привыкает быстро, а история не любит, когда ее забывают. В таком случае она имеет свойство повторяться. Трудиться надо безмерно много. Вот когда если мы будем все работать, то у нас не будет времени там лазить, сплетни болтать. Буквально лет 10-15 назад не то что свет, газ, тепло, мы в наши дома жить боялись. Мы выходить боялись на улицу.
И при этом никто что-то не жаловался, никуда не писал. А сейчас, ведь сейчас у нас сказка. И, конечно, у нас есть завистники, те хватает все, которые ждут, инти, когда у них как матчалищный будет цербуш. Кцаама дать бартхл без, дюзлахл без, бартхом бартхл без, бартхиллек бетёдурвать. Это исторически известно. Не успел репортаж о встрече главы Чечни с Айшат Инаевой выйти на экраны, как дали о себе знать Каляпин и компания псевдоправозащитников. Публичное унижение, ущемление прав, давление на семью — загудели они в один голос. Видимо, боясь упустить возможность получить очередной крупный гонорар от западных спонсоров. Ни для кого не секрет, что на чеченской тематике они зарабатывают приличные деньги. Отсюда и такая заинтересованность. Между тем, чеченские правозащитники в случае с Инаевой ущемления прав человека не увидели. Напротив, они заявляют, что Рамзан Кадыров – единственный руководитель субъекта, который открыт к прямому диалогу с народом. Однако в аппарат уполномоченного по правам человека не поступило ни одно заявление от жителей с жалобой на нарушение их прав. Сами не предполагая, они становятся жертвой в руках тех людей, которые организовывают с единого центра эти все нападки. Поэтому будут обращения. Естественно, мы их рассмотрим. У нас есть возможность. Рамзан Кадыров – один из немногих руководителей, открытых для общества. Страницу в Инстаграм с первых дней он использовал для налаживания контакта с населением. Также он призвал и других чиновников зарегистрировать аккаунты, чтобы они были в курсе проблем общества. По поручению главы Чечни созданы официальные электронные адреса, посредством которых помощь получили сотни тысяч семей. Многодетным семьям построили дома, многим людям было оплачено дорогостоящее лечение. К примеру, семье Якубовых, которой 3 года назад произошла страшная трагедия, также на помощь пришел фонд имени первого президента. Пожар унес жизни 3 членов семьи. Оставшиеся получили ожоги разных степеней. Самого тяжелого Халида спецбортом МЧС вывезли в Москву. Позже семье построили новый дом. أي معنى تكون مليون أخشى دايتر أخينسي تكون ودش دوتار دالي يلشيريز خلتان. И таких примеров немало. Возникает вопрос, где находятся так называемые заступники чеченского народа, когда необходима реальная помощь, ведь они оперативно реагируют на любой негатив. Так почему бы не подкрепить свою сердобольность нужными и полезными поступками? Да потому что задача вовсе не та. И абсолютно не волнует этих охотников за гонорарами чаяния людей. Между тем, богословы заявляют, даже обсуждать и рассказывать вещи, в правдивости которых ты не уверен, считается большим грехом, не говоря уже о распространении явно лживой информации. Мот элдитанш даржинчун дека хойдак азмодол. WhatsApp шин хитер шин мөтер шин ачукуш ожда акуш. Yo it's baqdu baqdati ish dati boşuna diser şulş qıgılş. Aqa şey dünyada azmadak şey ehir da azmadak şey düzlaq şey husmi adostol berkat dama iyetsayt. Allahu da'yusurduşun berkat. وموت إلدتي والغل والشولستق دقيش قنوع قدشوشون جوبتل ديشون شايب إلتي تعبين شا سنع شقوسن شا دادعش دوشتل أتخ ميلغ دعمل دوشتل تساتامي ظلمن ديقروشونيس. Посягательство на честь и достоинство человека в чеченском обществе никогда не приветствовалось и каралось очень жестко. Но в последнее время, в эпоху развития технологий и огромных возможностей, которые открыл интернет, распространение сплетен в обществе стало обычным делом. Но это не значит, что здравомыслящие люди начали относиться к этому нормально. Чеченцу это не присуще, это стыд и позор. Вайдаиш Мацалилина и что дом. Этим все сказано. Газах света ахш датадель садол айдель совет толчхени газах света ахш датлуш лел дуай и хаштоцук хетсон цодючтенник. Вайхтоцук цодюч. Ат ай дизер ахет сон зодри хетивете. Шаях ашхатушек шивош да شتاي بتخم دو خدي زرق مسانا تري زوج شو ديتن دول وقامل انيس ذات هون ذات on حالك عند زرق لا شيء واش и خاص قامل دو. Различные сплетни в интернете всплывают довольно часто. И такие разоблачительные встречи главы республики с теми, кто их распускает, уже далеко не редкость. Но людей, которые идут на этот постыдный шаг, почему-то меньше не становится. Тех, кого не останавливают ни публичные разоблачения, ни общественное осуждение, будут привлекать к уголовной ответственности, заявили в чеченском МВД. Клевета, вмешательство в частную жизнь, публикации, порочащие честь и достоинство человека – это не весь перечень статей, за которые могут призвать к спросу нарушителей закона. Эсмина Гацаева, Джамлел Хаджалиев,
новости.